Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В этом году мы отметим столетие образования ЯССР. Также в этом году исполняется 145 лет со дня рождения Алексея Кулаковского и 110-летие его письма якутской интеллигенции. И сейчас вся страна с тревогой следит за военными действиями на Украине. Как развивается наш регион и каковы перспективы в сегодняшних условиях, об этом и не только мы поговорим с гостем студии Егором Борисовым, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Егор Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В самом начале беседы давайте поговорим о ситуации в Украине. Все якутяне встревожены, звучит очень много мнений, часто противоречивых. Что вы думаете об этом? Конечно, это такие события, которые связаны с использованием вооруженных сил, всегда беспокоило людей по всей планете. 22 февраля мы в Совете Федерации, сенаторы, приняли решение поддержать два закона, которые ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Луганской Народной Республикой, Донецкой Народной Республикой. И в тот же день, вечером, по обращению президента Российской Федерации, мы рассмотрели вопрос о разрешении использования вооруженных сил за рубежом, и решение было поддержано единогласно. После этого, вы, как развиваются события, знаете, президент принял решение провести специальную операцию по отношению к защите людей на Донбассе, на Украине. Какую цель преследовал и что имел в виду президент перед народом российским? Прежде всего, конечно, речь идет о защите наших соотечественников, которые живут на Украине, в том числе в Донбассе. Речь идет о денацификации. Это что такое? Это искоренение идеологии нацизма. Третья задача – это речь идет о демилитаризации, потому что речь идет о исключении безопасности по отношению к нашему государству со стороны Украины. Более глубинные причины, почему именно это происходит, потому что мы давно чувствуем определенную нагрузку на планете о гегемонии Соединенных Штатов Америки. Правила игры, правила развития мира должно быть по их указке. Но давным-давно это однополярный мир закончился, об этом все знают. Сегодня развивается несколько точек развития в мире, многополярность появилась. Это Россия, это Китай. И этим не хотят согласиться американцы, и вот и пытаются навязывать свои условия всем странам, остальному миру. Россия взяла на себя ответственность исключить дальнейшие такие правила игры в мире. А как санкции отразятся на экономике нашей страны и республики? Ну вот, реакция западных стран, конечно, сразу стало известно и было объявлено, это санкции. Но по санкциям надо нашим людям объяснять, санкции были всегда. И в советское время было, и в 90-е годы, и 2000-е годы, и последние десятилетия тоже. Они по своему действию разные, ощутимые, неощутимые, которые мы просто так преодолевали. Но на этот раз они пытаются, чтобы Россия ощущала. Поэтому возникает вопрос. Вот действия России, которые мы сейчас проводим в виде спецоперации, и последствия, которые будут для России, они сопоставимы ли? Стоило ли этим заниматься? Сегодня со стороны нашего президента России они сопоставимы, они нужны. Поэтому я прежде всего хотел бы призвать народ с учетом будущего, с учетом более глубинных вопросов, поддержать нашего президента. А что касается последствий, конечно, они будут. Они уже начинают появляться. Но по отношению в целом по стране президент принял решение, правительство создало комиссию специальную во главе с Мушустиным. Будут приняты дополнительные меры. Об этом уже речь идет. Что будет для Якутии? Что касается продовольственной безопасности, то здесь в целом по стране у нас проблем не будет, потому что уже мы несколько лет обеспечиваем себя основными продуктами сами, не завозим извне России. Уже главные продукты – зерно, мясомолочные, сахар – мы не завозим. Это главный вопрос. По остальным, я думаю, здесь будет регулироваться, и
мы здесь будем себя более уверенно чувствовать. Проблемы могут быть только по импортным товарам, потому что всегда так и было. Если импортный продукт есть, мы начинаем чувствовать удорожание. Но думаю, что у нас полной изоляции все равно не будет. У нас есть страны, которые нас поддерживают, с которыми мы взаимодействуем. С точки зрения товарного обеспечения, вот по отношению к импортным, конечно, определенная нагрузка будет. Но и еще нагрузка будет в финансовом секторе, по банкам. Но мы тоже проходили это в своей ближайшей истории. В прошлом это речь идет о том, что инфляция, и сегодня Центробанк где-то 20% ключевую ставку, если сделал, то было время, когда эту ключевую ставку достигали 200%. Трудности у нас есть опыт преодолевать, поэтому я думаю, здесь определенное, тем более мы запас прочности создали в стране, это фонд благосостояния, резервный фонд, который поддерживает экономику. Бюджет стал крепкий, и экономика стала крепче, чем было в 2000-х годах, чем было в 90-х годах. Станет ли ввод санкций толчком для более интенсивного развития сельского хозяйства и других отраслей экономики? Но это по опыту последних десятилетий, это, конечно, будет. Мы, особенно в вопросах технологического развития, в вопросах IT-технологий, очень большой сдвиг сделан, поэтому эта линия будет продолжаться. Тем более, если раньше мировой экономики развитие предполагалось на основе промышленной крупных предприятиях, трансконтинентальных предприятий, то сегодня обычные стартапы решают очень большие задачи. А к чему сейчас готовятся жителям региона? Ну, я думаю, что нам надо жить дальше обычной жизнью, готовиться или паниковать, или ждать что-то такое катастрофическое, я думаю, нет необходимости. Вот те санкции, которые принимают западные страны, они почувствовали, что во многих случаях они могут повлиять и на сами западные страны, и на их экономику, именно с точки зрения негатива. Потому что российская экономика за последние десятилетия интегрирована с мировой экономикой очень много. И поэтому, если что-то нас будет давить, то оно будет влиять и там, за рубежом. А этого они не хотят. Поэтому я думаю, что даже если все успокоится, если это сейчас отрегулируется, то мы вернемся к тем же истокам, которые сегодня было. С именем Алексея Елисеевича Кулаковского связано становление якутской литературы и философии, и его письмо якутской интеллигенции считается политическим завещанием потомкам. Исполнились его мечты и чаяния? Вообще-то мы в этом году отмечаем очень много событий. 390 лет вхождения республики в состав российского государства. Это вхождение определило наше развитие нашей территории как часть в целом государства российского. Как было в России, так и у нас было. Потом мы отмечаем столетие образования автономной республики. Это событие нам дало, во-первых, государственность, и это событие дало толчок для очень быстрого развития нашей Якутии. И, конечно, мы возвращаемся к своим историческим истокам, и вообще надо историю обращаться всегда, потому что мы живем сегодня на опыте прошлых лет, значит, надо историю знать, и на этом мы строим свое будущее. И если мы правильно будем оценивать свои исторические этапы развития, то мы будем строить правильные этапы строительства будущего. И с этой точки зрения Кулаковский становится главным примером для нас. Я, например, обращаюсь к Кулаковскому Алексею Елисеевичу, нашему мудрому мыслителю, человеку, который определил развитие Якутии, в частности, в 20 веке. В чем его величие, в чем его смысл? Его письмо якутской интеллигенции, он является трудом таким, который в 20-х годах ушел как бы небытие, потому что первые плеяды интеллигенции якутской использовали обращение Кулаковского к интеллигенции для того, чтобы решить проблемы государственности,
это наши Амосова, Юнские, они благодаря этому создали литературу, они создали культурное развитие нашей Якутии условия. В чем смысл? Ну, самый главный смысл в чем заключается? Это письма. Он говорил, ну тогда условия были совсем другие. У нас люди не имели письменности. Представьте, 100 лет назад Якутия не имела письменности, мы не умели писать вообще. Но благодаря ЛНК мы сохранили свой язык. И понятие литературы, понятие вашей грамотности не было. Мы жили по Аласам, и информации никакой не было. Но Кулаковский там немногочисленному числу интеллигенции обратился. Научите народ читать, создайте литературу, учите культуре и так далее. И величие Кулаковского в том, что было умозаключение, что если наш народ будет грамотным и культурным, то он вынужден будет развиваться, обязан будет развиваться. Вот это его заветы в течение вот этого 20 века явно все подтверждается. Но самое главное, я вот еще раз, время от времени я возвращаюсь к этому письму, читаю, в эти дни тоже читал. Вот его письмо, которое в 20-х годах закрылось, в 90-м году появилось вернулось народу якутскому. Это письмо актуально и сегодня. Там написано, что надо делать якутскому народу. Это 110 лет назад. И это письмо, если прочтете, оно нужно сегодня тоже реализовать. Ну, например, сегодня глобальные процессы происходят таким образом. Интернет, мы изучаем английский язык и другие языки. И мы интегрированы с мировой экономикой, интегрированы с российской экономикой. И в пылу такого энтузиазма мы можем потерять свой язык, свою культуру. И он там советует: сохраняйте свой язык, сохраняйте свою культуру, сохраняйте свои традиции. Тогда как народ мы будем вечно жить. Сегодня якутский народ его заветы реализовал. Притом сочный язык, который он говорил, создайте письменность. Грамоту мы создали, изучаем и сохраняем. Культуру, смотрите, какая у нас культура сегодня. Во всему миру известна. Наш язык сочный, наши традиции, наши промыслы, даже вот обычные ножи якутские становятся брендом целого российского государства. Вот в этом и смысл заложенный Кулаковским Алексеем Алексеевичем. Мы должны это продолжать и защищаться от тех негативных явлений, которые в мире происходят, именно с учетом заветов Алексея Алексеевича Кулаковского. Егор Афанасьевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.